Шохлапанбзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 62-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара, автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бызша. Этот и все последующие уроки вы сможете найти на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызша и Алашара во всех социальных сетях. Итак, у нас с вами на сегодняшнем занятии следующий план работы. Во-первых, пройдем небольшие скороговорки, вспомним правильное произношение некоторых звуков родного языка, а затем пройдем диалог и завершим наше сегодняшнее занятие новыми словами и выражениями, которые пополнят наш с вами лексикон. Итак, развитие речи. В этом разделе мы с вами проходим скороговорки. Давайте для начала вспомним, как скороговорки на абазинском языке. Скороговорки на абазинском языке аласфяраква. Аласфяраква. Да? Звук х в слове аласфяраква. Давайте на него обратим внимание и запомним, что пишется он как х, палочка в, произносится как х. Чтобы нам с вами легче было запомнить, как он произносится, мы используем такую подсказку. Запоминаем произношение буквы х с помощью слова трава. Х, хра. Следующую букву, которую мы хотим разобрать в слове аласфяраку, это буква К. Букву К мы пишем как сочетание двух согласных К, В. Запоминаем ее произношение с помощью слова крыша. Крыша на абазинском языке К. С этим мы с вами разобрались. Теперь двигаемся дальше. Разберем правильное произношение буквы П, вернее отработаем. Смотрите, для этого у нас заготовлена такая скороговорка. Давайте все вместе постараемся ее прочитать. Пата-пата, пата-пай, тцит аурамла дамгуарпай. Пата – имя мальчика. В скороговорке говорится о том, что он вымазался и идет по улице очень грязный. Пата-пата, пата-пай, тцит аурамла дамгуарпай. Теперь давайте разберем выделенные буквы и попробуем напомнить себе, вспомнить, с помощью каких слов мы с вами запоминаем правильное произношение выделенных букв. Итак, первая буква – это буква П. Да? Буква К. Ой, что это я говорю? Букву П мы разбираем. П – палочка. П. Заговариваюсь, извините. Звук П мы с вами запоминаем с помощью слова клюква. Клюква на абазинском языке прп. П, прп. Да? Следующий звук, который мы с вами разберем, это звук Т. Обратим внимание, как он пишется. Пишется он как Т-палочка. 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 Запоминаем мы правильное произношение буквы Т с помощью слова сова. Т. Да? Следующий звук, который мы с вами разберем, это звук Г. Мы его встречаем в слове дамгуарпай. Очень грязный, да? Значит, смотрите, звук Г пишется как ГВ. Запоминаем мы его произношение с помощью слова сердце. Сердце на абазинском языке Г. Да? Теперь давайте еще раз прочитаем эту скороговорку. Пата-пата, пата-пай, тцит аурамла дамгуарпай. Очень хорошо. Теперь перейдем к звуку Т. Постараемся отработать его правильное произношение. Сара статап, сара стб, ататара сабзи избит. Сара статап, сара стб, ататара сабзи избит. Итак, напоминаем себе, что звук Т пишется как Т-палочка. И мы запоминаем его правильное произношение с помощью слова сова. Т. Произношение буквы П мы запоминаем с помощью слова клюква. П, прп, П, прп. Да?
Еще раз прочитаем скороговорку. Сара статап, сара стып, ататара сабзи избит. Теперь давайте попробуем отработать правильное произношение буквы Г. Агула агу давезап. Агула агу давезап. Сосед, что сердце. Агула агу давезап. Напомним себе, что правильное произношение буквы Г мы запоминаем с помощью слова сердце. Сердце на абазинском языке Г. Г. Сердце. Да? Теперь обратим внимание на слово давезап. Да? Здесь мы встречаем звук В. Пишется звук В как Г палочка В. Да? Г палочка В образует звук В. Произношение звука В мы запоминаем с помощью слова гнездо. Гнездо на абазинском языке вяра. Вяра. Звук П мы запоминаем с помощью слова клюква. Клюква на абазинском языке прп. Прп. Еще раз давайте прочитаем эту пословицу. Агула агу давезап. Агула агу давезап. Да, сосед, что сердце. Теперь давайте попробуем отработать произношение скороговорки, которая помогает нам отработать правильное произношение звука Ж. Сарасыж, сарасыж, щемтадза, садзы асрыжт. Сарасыж, сарасыж, щемтадза, садзы асрыжт. Звук Ж пишется как ЖВ, да? Произносится как Ж. Произношение звука Ж мы с вами запоминаем с помощью слова корова. Корова на абазинском языке Ж. Звук Дз. Мы встречаем этот звук в словах щемтадза и Дз. Звук Дз пишется как сочетание двух согласных Дз. Правильное произношение этого звука мы запоминаем с помощью слова вода. Вода на абазинском языке Дз. Сарасыж, сарасыж, щемтадза, садзы, асрыжт. И, наконец, звук Т. Напомним себе, что звук Т мы запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Т. Сова. Разобрали все выделенные буквы. Теперь давайте прочитаем еще раз эту скороговорку. Сарасыж, сарасыж, щемтадза, садзы, асрыжт. Очень хорошо. На этом наша первая часть нашего занятия подошла к концу. Переходим ко второй. Здесь у нас запланирован диалог. Диалоги на абазинском языке айчажараква. Айчажараква. Теперь давайте обратим внимание на выделенные буквы в слове айчажараква. Мы видим, что выделены следующие буквы. Буква Ч, буква Ж и буква К. Теперь давайте обратим на них дополнительное внимание и попробуем вспомнить, с помощью каких слов мы запоминаем произношение этих букв. Да? Начнем с буквы Ч. Во-первых, обратим внимание на то, что буква Ч пишется как ЧВ. Да? ЧВ образует звук Ч. Звук Ч. Мы с вами запоминаем произношение звука Ч с помощью слова постель. Ч, чарта. Звук Ж пишется как ЖВ. Мы с вами запоминаем произношение звука Ж с помощью слова корова. Корова на абазинском языке Ж. Букву К мы пишем как КВ, а произношение буквы К мы запоминаем с помощью слова крыша. Крыша на абазинском языке К. Итак, диалоги на абазинском языке айчажараква. Теперь переходим к самому диалогу, который мы сегодня с вами хотим разобрать. Щемтабзи, щемтабзи, да, приветствуют друг друга герои нашего диалога. Щемтабзи, щемтабзи, легко это запомнить. Так, двигаемся дальше. Уохлязачия, как тебя зовут? Рамазан. Барашта, Рамазан. А тебя? Значит, Уохлязачия,
это конструкция, которую надо просто запомнить. Если вы хотите узнать, как зовут мужчину или мальчика, вы можете задать этот вопрос, ничего здесь не меняя. Вохез аджия. Если бы мы хотели задать вопрос девушке, то мы бы сказали бохез аджия. Да? Вохез аджия – это мы обращаемся к мужчине, бохез аджия – мы обращаемся к девушке или к женщине. Итак, вохез аджия Рамазан. И хочет Рамазан узнать, как же зовут девушку, тогда он спрашивает варашта. Если бы Рамазан обращался к мужчине, он бы спросил варашта, да? Вспомнили эту конструкцию. Теперь разберем выделенные буквы. Начнем с буквы Х. В слове вохез мы встречаем эту букву. Буква Х пишется как Х мягкий знак. Мы запоминаем правильное произношение буквы Х с помощью слова золото. Золото на абазинском языке хапщ. Хапщ. В слове аджия мы видим звук ч. Это не самый простой звук. Давайте обратим на него дополнительное внимание и запомним, что звук ч пишется как ч палочка в, ч палочка в. И запоминаем мы его произношение с помощью слова яблоко. Яблоко на абазинском языке ча. Ча. Еще раз запомним, что ч палочка в это звук ч, как в слове яблоко. Ча. Итак, вохез аджия. Как тебя зовут? Рамазан. Барашта. Рамазан, а тебя? И вот отвечает Рима. Рамазан спрашивает: Бабау, ты откуда? Бабау, ты откуда? Да? Если бы мы хотели спросить у мужчины, откуда он, мы бы спросили Уабау. Разобрались с этим. Псыж сауап. Я из Псыжа, отвечает Рима. Бабазума, ты абазинка? Псыж сауап. В слове псыж мы видим звук ж, да? Звук ж, напомним сами себе, что мы запоминаем звук ж с помощью слова корова. Корова на абазинском языке ж, да? Обратим внимание еще раз, как пишется звук ж. Давайте посмотрим и постараемся запомнить, что звук ж пишется как жв. Сауап. В слове сауап мы видим звук п. Пишется как п-палочка, да? Мы запоминаем звук п с помощью слова клюква. Клюква на абазинском языке прп. Прп. Псыж сауап. Я из Псыжа. Бабазума. Ты абазинка? Если бы мы хотели спросить, ты абазин, мы бы спросили уабазума, да? Шта уарауабау. Вот оно как раз. Здесь мы столкнулись с конструкцией, как спросить у мужчины, откуда ты, да? Можно было бы просто спросить уабау, но здесь она использует более расширенную конструкцию. Уара, уабау. А ты откуда, да, получается? И вот получает ответ. Гон сауап, сарги сабазап. Гон сауап, сарги сабазап. В слове гон мы видим звук г. Пишется он как гв, да, с помощью двух согласных. Гв. Мы запоминаем правильное произношение звука г с помощью слова сердце. Сердце на абазинском языке г. Сауап. Звук п мы с вами запоминаем с помощью слова клюква. Клюква на абазинском языке прп. Прп. Гон сауап. Теперь посмотрим на слово сарги. Звук г пишется как г мягкий знак. Мы на этот случай используем подсказку, в качестве подсказки используем слово чабрец. Ген. Ген. Давайте еще раз прочитаем эти фразы из нашего диалога. Шта уарауабау. Да, а ты откуда? Гон сауап. Сарги сабазап. Я из Красного Востока, я тоже абазин. Ибзип. Бзила Рамазан. Бзила Рима. Хорошо. Пока, Рамазан. До свидания, Рима.
В качестве прощания, универсальная форма прощания на абазинском языке бзила, да, всего хорошего, если дословно. Ебзип, хорошо. Бзила Рамазан, бзила Рима. Вот мы освоили основные конструкции прощания, приветствия и знакомства, пока мы с вами изучали этот диалог. В слове ебзип мы видим звук «п». Да? Давайте используем эту возможность. И еще раз напомним себе, что звук «п» пишется как «п-палочка» и произносится как «п». Как «п». Да? И звук «п» мы с вами запоминаем с помощью слова «клюква». Клюква на абазинском языке «прп». «П», «прп». Ебзип, бзила Рамазан, бзила Рима. Хорошо, пока, Рамазан. До свидания, Рима. Теперь мы с вами закончили вторую часть нашего занятия и переходим к третьей. В третьей части занятия мы с вами разберем важные слова и выражения для того, чтобы поддержать диалог на родном языке. Значит, слова и выражения на абазинском языке, как мы скажем, ажакуй, ажацайкуй. Ажакуй, ажацайкуй. Разберем теперь выделенные буквы. Напомним себе в первую очередь, что букву «ж» мы пишем как «жв», произносим как «ж», да? Как в слове «корова». Корова на абазинском языке «ж». Звук «к» мы пишем как «кв», произносим как «к». Запоминаем правильное произношение буквы «к» с помощью слова «крыша». Крыша на абазинском языке «к». И еще напомним себе, как произносится правильно буква «г». Пишется она как «г-палочка», а произносится как «г». Как «г». Как в слове «весна». «Г», «гапн», «г», «гапн». Приступим. Сипса акнапсат. Сипса акнапсат. Намело сугроб. Ягапсит. Моросит. Сипса акнапсат. Намело сугроб. Ягапсит. Моросит. Это фразы, относящиеся, понятно, к погоде, да, к обсуждению. Так, с помощью таких фраз мы можем поддержать беседу на тему погоды. Да, такая вот светская беседа у нас получается. В слове акнапсат мы видим звук «к». Давайте обратим на него внимание и постараемся запомнить, что звук «к» пишется как «кв». И запоминаем мы правильное произношение этого звука с помощью слова «крыша». Крыша на абазинском языке «к». Звук «т» мы с вами запоминаем с помощью слова «сова». Сова на абазинском языке «т». Да? Давайте обратим внимание, что звук «т» пишется как «т-палочка», а произносится как «т», как в слове «сова». Да? Потом слово «моросит» – «ягапсит». Звук «г» мы запоминаем с помощью слова «весна». Весна на абазинском языке «гапн», «г», «гапн». Звук «к», посмотрите, как пишется звук «к». Пишется он как «к-палочка», «к-палочка». Мы запоминаем правильное произношение буквы «к» с помощью слова «калина». Калина на абазинском языке «карма», «к-карма». Теперь, когда мы разобрали все выделенные буквы, давайте обратим внимание на слова на экране и постараемся их правильно прочитать. Сипса акнапсат. Намело сугроб. Ягапсит. Моросит. Сипса акнапсат. Намело сугроб. Ягапсит. Моросит. Ягамачесит. Сверкают молнии. Кварчаджак аквит. Идет холодный дождь. Давайте разберем выделенные буквы и обратим внимание сначала на букву «г». Букву «г» мы с вами уже легко можем вспомнить, как мы ее запоминаем. Да? Мы ее запоминаем с помощью слова «весна». «Г», «гапн». Звук «ч», «ямачесит». Звук «ч» мы запоминаем с помощью слова «постель». «Ч», «чарта». Помните, мы проходили «ч», «чарта». Звук «т» мы запоминаем с помощью слова «сова». Сова на абазинском языке «т». Теперь
обратим внимание на звук к. К в слове ка, дождь, да? Звук к мы запоминаем с помощью слова крыша. Крыша на абазинском языке к. Звук х, чачак, мы запоминаем с помощью слова золото, да? Золото на абазинском языке хапщ. Х, хапщ. Звук ч мы запоминаем с помощью слова яблоко. Ч, ча. И, конечно же, звук к мы запоминаем, звук к мы запоминаем с помощью слова калина. К, корма. Обратим внимание, что к, корма. Звук к пишется как к, палочка, да? Теперь, когда мы вспомнили, как произносятся все выделенные буквы, давайте еще раз прочитаем слова на слайде. Ямадшисит. Сверкают молнии. Квахчаджак агакуит. Идет холодный дождь. Ямадшисит. Сверкают молнии. Квахчаджак агакуит. Идет холодный дождь. Так. Теперь подошла к завершению третья часть нашего занятия, вместе с ней и занятие в целом. Да? Все вы отлично потрудились сегодня, молодцы. И прежде чем с вами попрощаться, я хочу вам напомнить, что этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызжа, ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах Чсырысхат.